В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В регионах России начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. Якутяне тоже могут помочь. Расскажем, куда обращаться. Эпидобстановка постепенно нормализуется. В Алекминском районе школы и центральная больница работают в штатном режиме. В Мамиконском районе в этом году отметят множество знаменательных дат. Там объявили год добрых дел. Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции после обращения руководителей республик Донбасса. Об этом сообщает агентство ТАСС. Президент подчеркнул, что военная операция России является самозащитой от тех, кто взял Украину в заложники. Он призвал Украину к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Конечно, решение вопроса, то, что по Украине проходит красная линия, и эта страна из-за нашей безопасности, в целях нашей безопасности не должна вступать ни в другие какие-либо союзы, например, в НАТО. Украина с 2008 года постепенно хотела войти в НАТО и стоит в ожидании. Сейчас вот эта демилитаризация или принуждение к миру и подписание какого-нибудь соглашения затем заставит западные страны все-таки принять уже к своему сведению, что Украину никогда не возьмут в союз, военный союз, который идет против нашего государства. Тем временем аэропорты в городах юга России приостановили работу. Как сообщила Росавиация, приостановлена работа воздушных гаваней в городах Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Всего не работают 11 аэропортов на юге вплоть до 2 марта. В аэропортах Московского авиаузла уже отменили 64 рейса, которые должны были следовать в Южной области. В РЖД, между тем, планируют назначить дополнительные поезда из городов юга России по фиксированным ценам на билеты. Минтранс, в свою очередь, заявил, что оперативно вывезет всех желающих с юга поездами и автобусами. Предметы первой необходимости для оказания помощи жителям Донбасса собирают в столице республики. Вещи принимают по определенному перечню. Прием будут вести в течение февраля-марта, в зависимости от обстановки. Напомним, что решение о сборе гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР принято на внеочередной сессии Совета Общественной палаты Якутии. Сбор вещей и продуктов осуществляют по адресу Орджоникидзе, дом 10, 2 этаж, актовый зал. Начался первый сбор, люди первые пошли, но есть ограничен перечень того, что нужно переносить. Ну, во-первых, конечно, надо, чтобы это было новое, и, во-вторых, это больше касалось детей младшего возраста и больных людей. Там все, что им полагается, типа питания, там пеленок и тому прочее. Вот это и началось. Вот второй день. Значит, организовано дежурство членами общественной палаты тут по сбору, ну и помогают вот ребята-волонтеры. К другим темам: на автомобильной дороге Индигир в Момском районе республики образовалась наледь. Движение транспорта ограничено. Отмечается, что ограничения действуют на участке Тюбелях-Соболох. В настоящее время ведут буксировку транспортных средств для проезда наледных участков. Добраться от Усть-Неры до села Хуну можно через село Сасыр по автомобильным дорогам Арктика и Мома. А по всей Якутии до конца февраля проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники госавтоинспекции общаются со всеми участниками дорожного движения. Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима, а пешеходам раздают памятки со светоотражающим элементом. С начала этого года по городу Якутску зарегистрировано 11 наездов на пешеходов. В них 10 человек пострадали, из них 3 несовершеннолетних ребенка. Если смотреть статистику за прошлый год, то было 130 наездов на пешеходов, и 137 человек получили ранения, и, к сожалению, 7 погибли на месте. Это только на территории города Якутска? Да, это на территории только города Якутска.
Далее к эпидобстановке. 1019 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 305. В Алданском районе заболели 154 человека, в Мирнинском 48, в Нюрбинском 47, в Хангаласском 45. Еще в 18 районах республики зафиксировали от 1 до 44 заболевших. Хочется отметить, что на сегодняшний день помимо штамма омикрон циркулирует штамм дельта. В 40% случаев этот штамм вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы не у вакцинированных пациентов. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в следующих районах: Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Аймиконском и в городе Якутске. Необходимо отметить, что надо в срок проходить повторную вакцинацию, то есть ревакцинацию, так как это создает устойчивый иммунитет. В связи с постепенным улучшением эпидобстановки прием плановых больных возобновила республиканская больница номер 2. Уточним, что медучреждение не прекращало прием экстренных пациентов. Теперь принимают плановых больных. Все отделения возобновили работу. Это касается и платного отдела. Алекминская центральная больница тоже вернулась к работе в штатном режиме, включая узких специалистов. Снижение заболеваемости наблюдают во всем районе. Образовательные учреждения также проводят уроки очно. Елена Фаст подробнее о ситуации в Алекминске. В Алекминском районе наблюдается стабильное снижение заболеваемости COVID. На сегодня в стационаре получают лечение 35 человек. Это 21 в ковидном отделении, 6 в провизоре и 8 детей в ковидном отделении. На амбулаторном лечении находится 261 человек. Из них 187 взрослых и 74 ребенка. Клиническим симптомам и по заболеваемости, характерно омикрон и дельта, а не обе. Потому что, в стационаре у нас получают в основном наше старшее поколение, которое довольно-таки тяжело переносит эту болезнь. Можно отметить и тот факт, что меняется картина заболевших. Если за 2,5 года у нас не было случаев госпитализации детей, у нас уже 4-й месяц, как в детском отделении отдельно развернули детское ковидное отделение, получают дети лечение. На сегодня 8 детей. В районе вакцинировано 14 867 человек. Уже ревакцинация началась, идет массово, не началась, идет массово. Сейчас спутника лайта в республике не ожидается, поэтому можно при сильном желании получить вакцину, ревакцинацию гамма-ковидом, первым компонентом. Гамма-ковидом первым компонентом могут вакцинироваться переболевшие или на ревакцинацию, уже повторную вакцинацию. Продолжается работа горячей линии. Врач-терапевт на связи в любой день. Надо отметить, что эта услуга пользуется большим спросом. Спрашивают, в основном они концентрируются о заболеваниях ковид, новой коронавирусной инфекции. Клиник спрашивают, они лечение спрашивают, лекарства противовирусные есть или нет, спрашивают. Она также отмечает снижение заболеваемости. По участку в день было-то по 9, было по 10, а сейчас ИХ положительных это было. А сейчас уже, наверное, 4 так в среднем получается. И вызовов очень много было. Первые дни были 62, 64, потом 30, сейчас 29, 20 с чем-то по РБ вызова, поэтому уже меньше. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Идем далее. 22 февраля стартовал прием заявок от студентов на получение гранта в 1 миллион рублей на создание стартапов в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского и технологического предпринимательства». Принять участие в федеральном проекте могут и студенты вузов Якутии. Первая волна приема заявок на конкурс «Студенческий стартап» продлится до 11 апреля. Отбор проектов пройдет по 7 тематическим направлениям. Основной задачей федерального проекта станет стимулирование развития молодежного предпринимательства. Кроме того, 6-й межнациональный молодежный форум «Импульс» стартовал в Якутии. Его темой определили направление этномедиа и этнотуризм.
Цель форума – создать условия для раскрытия профессионального и творческого потенциала молодежи и укрепления патриотизма. В 2022, как и годом ранее, все мероприятия состоятся на онлайн-площадках. В течение 2 дней своим экспертным мнением поделятся и федеральные спикеры. Уже сегодня к форуму подключились более 100 человек. На второй день планируют еще большее количество участников. Сегодня на площадках форума приглашены эксперты федерального уровня, которые будут рассказывать. Вообще у нас тема нашего форума на этот раз заключается: это этномедиа, этнотуризм. На сегодняшний день то, что в Якутии очень сильно необходимо, это вот именно этностиль, да, в сфере медиа и в сфере туризма. И поэтому специалисты именно в этом направлении, они будут рассказывать о написании проектов на эти планы, имеется вообще о научной деятельности в этой сфере, как она ведется. Практические мероприятия будут, как вообще вести, элементарно говоря, начиная обычных социальных сетей и вообще начиная там, заканчивая сайтами и вообще в обществе каких-либо проектов. Федеральное внимание удалось привлечь в первую очередь, конечно, за то, что это очень актуальная тема. За счет той работы, которая уже ранее с ними велась, они, как говорится, очень быстро откликнулись и заинтересовались этим. 22-й год для жителей Аймяконского района насыщен юбилейными датами. Это и 185-летие земляка, мецената, купца первой гильдии Николая Осиповича Кривошапкина. 140 лет отметят и со дня рождения Алексея Кулаковского, считавшего Аймякон своей второй родиной. Также отмечает 115-летие со дня рождения Николая Максимовича Заболоцкого-Чисхана, писателя-прозаика. И еще одна праздничная дата – 85 лет отпразднует поселок Усть-Нера. Учитывая все эти факты и в целях дальнейшего развития благотворительности и повышения гражданской активности, в Аймяконском районе 2022 год объявлен годом добрых дел. Тамара Егоровна, почетный гражданин Аймяконского улуса, наш краевед, выступила заявлением, обращением не только жителям Аймякония, не только нашим предприятиям, но и жителям Байрантайского, улуса Татинского, бывшего, да, предпринимателям города Якутска, живущим, что действительно такому человеку должен быть свой музей, и память о нем должна сохраниться. И последнее. Горнолыжную трассу готовятся открыть 26 февраля в местности неподалеку от поселка Лебединое в Алданском районе. Ее протяженность 650 метров. К 2024 году там планируют обустроить горнолыжный курорт на базе школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. По информации Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта, работы по зачистке горнолыжного склона начали в 2018 году. Работы проводили на склонах Радиогоры, местной спортивной достопримечательности. В дальнейшем планируют разработку мастер-плана по комплексному развитию территории горнолыжной трассы с общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров с учетом пунктов проката лыж, кафе и фудкортов. Далее на канале Якутия-24 смотрите программу Якутия Лайв. Оставайтесь с нами.